Добрый вечер. В студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». За сотни лет существования книг внимательные наблюдатели замечают их влияние на фундаментальные процессы организации общества, науки, различных индустрий и, главное, образования во всех сферах. Некоторые из них являются опорами для мировоззренческих систем, например, Библия или «Капитал». Ну а в последние годы происходит сокращение глубины читательского внимания к сокровищам мысли в толстых книжках. Массовое сознание перемещается из моря смыслов в океан инфошума, теряя различительную способность. Как, от кого и от чего литература защищает сознание молодежи, какие исторические примеры долгосрочного влияния книг на общественные, культурные и социальные процессы мы видим. Эти и многие другие вопросы сегодня обсудим с известным литературным критиком, публицистом, исследователем и теоретиком фантастики и альтернативной истории Сергеем Переслегиным. Сергей Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам. Вот расскажите, что успели вы посмотреть в Якутске за, получается, первый день своего визита? Произвел ли впечатление на вас город на Вечной Я Высоте? предполагал, что Якутск произведет на меня впечатление. Я вообще люблю северные города. И у меня был список городов, которые мне хотелось посетить, где я еще не был. Например, в Норильске я был, это очень большое впечатление меня произвело. Якутск, Магадан, Архангельск входили в этот список, и Мурманск. И, соответственно, я много ожидал увидеть и многое увидел. А город Севера всегда интересен тем, что в нем существуют свои особые образы жизни, которые в других местах никогда не проявляются. Об этом можно само по себе говорить и рассказывать долго. Посмотреть я успел не очень много. Я успел посмотреть музей Мамонта. И это очень интересный музей, очень интересно сделанная экспозиция и очень интересный рассказ. Но я, конечно, об этом музее слышал и ожидал. Меня очень заинтересовали работы, которые ведутся по взаимодействию компьютерной техники и кино. Я имею в виду создание задних планов, сведение музыки, сведение вообще звуков, создание музыкального фона фильма. Это важнейшая часть работы, потому что так или иначе свои кино, свои сериалы, и Россия, и конкретно Якутия делать будет. Тем более, что якутское кино уже довольно известный бренд. И было интересно и важно понять, что вот эти вещи здесь делать умеют, хотят, любят и могут. Вот это, пожалуй, наиболее интересное. Ну и на меня произвел впечатление ресторан «Махтал». С большим удовольствием познакомился и с якутской кухней. Вот это было для меня совершенно в нове. И между тем, с какой любовью и умением фактически в ресторане выстроена модель мира. Это достаточно необычно. Да вообще-то, чего уж говорить, уникально. Угу. Ну, а сейчас, вот если мы говорим о Севере, который для вас представляет очень огромный интерес со стороны правительства страны и региона, в частности, внимание большое уделяется к арктической зоне. Как вы думаете, почему и какое будущее вообще ждет арктическую часть региона нашего? Давайте поймем этот вопрос в двух логиках. Первая логика военная. Еще в 1905 году после Цусимы была произнесена фраза: «Если бы 10-ю долю тех денег, которые были потрачены на подготовку эскадры, мы потратили бы на изучение Северного морского пути, эскадра пришла бы во Владивосток, вообще ни разу не видев никакого японского флота». А надо иметь в виду, что Северный морской путь является действительно кратчайшим путем из Европы в Азию и одной из важнейших точек обеспечения связности России. Посмотрите на карту России. Вы увидите, что российские города четко создаются вдоль рек. Это старая еще русская дореволюционная, досоветская система расселения. И вот эти речные долины, а почти все реки России меридиально, соединяются Транссибом. И города России расположены по Транссибу. Мы уходим от Транссиба, кончаются города. Но не кончаются люди, не кончаются территории, не кончаются полезные ископаемые. Отсюда советский проект БАМа, который сейчас, наконец, доводят до ума, в смысле достраивают. А надо иметь в виду, что БАМ не просто магистраль. Это система территориальных комплексов вдоль железных дорог. И вот сейчас делается третья дорога. Это Северно-морской путь. Вероятно, будет и 4-я среднесибирская магистраль. И вот это повысит связанность страны. Часто задают вопрос, зачем это делать, ведь на самом деле по этим дорогам нечего возить.
Когда американцы строили свою магистраль трансамериканскую, по ней вообще было нечего возить. Это потом открыли золото. Но они уже тогда понимали, что возят не воздух, не пустоту, а единство страны. И вот с этой точки зрения Арктика – это для нас важнейшее обеспечение единства страны. И, между прочим, важнейшая возможность обеспечивать военное и морское присутствие не только на севере, но и на Дальнем Востоке тоже. Второй момент – это, конечно же, арктические ресурсы. Арктика, с одной стороны, зона противостояния флотов, а с другой стороны, это ресурсы, в том числе ресурсы углеводородов, в том числе подводные, которые до конца не исследованы и уж точно не разрабатываются. А между тем это могут быть довольно богатые ресурсы. Сколько-то лет назад я услышал очень хороший термин – подтаявший десерт планеты. Что это? Это Арктика. Подтаявший десерт планеты. Ну, это звучит несколько... Очень красиво. Это говорил один из наших знаменитых полярников, который сказал: посмотрите, сколько здесь всего, насколько это вкусно. И вот сейчас средние температуры повышаются, мы же в положительном полупериоде. Северный ледовитый океан освобождается ото льда, десерт планеты подтаял. Кто будет его делить, как мы будем его использовать? Арктические ресурсы и стратегические, и логистические, и, между прочим, просто природные, а это и рыба, и морские полезные ископаемые, и острова, где тоже много чего есть, включая редкоземы. Это сейчас зона взаимодействия флотов и зона взаимодействия политик. При этом нужно иметь в виду, что только Россия строит в достаточном количестве атомные ледоколы для решения проблемы полностью, всесезонного погоды и всесезонного контроля над Арктикой, и всепогодного контроля над Арктикой. Был веселый момент. Один из американских конгрессменов спросил: вот тут дымит русский Николай Кузнецов, авианосец, а является ли он для опасности для нашего 6-го флота в Средиземном море? Ему вежливо сказали: ну вы что, с ума сошли? Полуавианосец на наши несколько великолепных авианосцев первого класса? Об этом говорить даже смешно, что он нам опасен. Сенатор ехидно сказал: я вот хотел сказать, что ситуация в Арктике ровно такая же, только наоборот. То, что мы там можем противопоставить русским, так же смешно, как их адмирал Кузнецов против нашего 6-го флота. И тут надо иметь в виду, что это зона интересов, еще и потому, что в этой зоне есть и стратегические, и военные наработки. Не забудьте, как бы мы ни говорили, что ледоколы – это мирные суда, но во всех странах мира они входят в состав военного флота и называются кораблями, а не судами. Ого, ну вы сделали для меня сейчас большое открытие на самом деле. А если мы говорим о Северном морском пути, это ведь связующее звено, что вы уже отметили, между Дальним Востоком и странами Азии и Европы. Какую роль в развитии Северного морского пути сыграет наш регион, Якутия? Один из вопросов, которые для меня очень сложны. Не в том дело, что она не сыграет, а дело в том, что я не знаю, какую. Смотрите, в чем суть проблемы. Я говорил о том, что Россия расселяется вдоль рек, но у нее была еще и система расселения не вдоль морей, а контролирующие моря. Архангельск – контроль Белого моря, Севастополь и Николаев – контроль Черного моря, Петербург – контроль Балтийского моря и дальше. Соответственно, каждое море требует порта для контроля. Соответственно, если мы начинаем всерьез развивать Северный морской путь, нам не хватает уже Мурманска и Петропавловска, нам не хватает Певека. Для нас Тикси слишком уже маленький поселок. Нам нужны новые города вдоль Севморского пути. Эти города нам нужны для контроля Северного морского пути, для контроля моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря. Говоря о контроле, я не обязательно имею в виду военный контроль, хотя такой риск может и почти неизбежно возникнет. Но я говорю еще и о том, что корабли должны иметь место стоянки, место загрузки, место разгрузки. Это, по сути, задача города. В конце концов, Мурманск начинался ровно таким же небольшим поселком с причалом. Сейчас это один из крупнейших городов России. Ну, не самых больших, но одним из самых важных.
Так вот, само собой разумеется, Якутия, длина побережья которая, насколько я помню, 4000 километров, достаточно большое побережье, по-моему, 4,5 с островами. Разумеется, должна иметь по крайней мере один, а скорее всего два города. Именно города на побережье, города, контролирующих Северный морской путь. Но я сейчас не могу вам сказать, какие это места. Это вопрос, который требует изучения на месте. В течение года будет дан ответ на этот вопрос. Пока есть только определенные гипотезы. И об этих гипотезах мы в части на нашем семинаре завтра будем подробно говорить. Тогда нет, наверное, смысла спрашивать о том, что Северный морской путь отчасти является градообразующим мероприятием. Конечно. Прежде всего он является градообразующим предприятием. Я бы сказал, это его значение более важно, чем любое другое. Хотя, заметим, перевалка грузов из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно, сохранение связности России, использование уже относительно вменяемой по рентабельности ресурсов полярных морей, все это важно. Но то, что там будут созданы города, которые с этими ресурсами будут работать, это более важно. На одну секундочку представьте себе Якутию без Якутска, Мирного и Нерюнгри. А ведь это вполне возможная была ситуация. Так вот, у вас будут города такого же масштаба. Может быть, не масштаба Якутска, но масштаба Мирного точно. А вот если мы говорим о Якутске, столице региона, какое будущее ждет этот город? А вы знаете, я бы этот вопрос скорее бы спросил, задал бы вам, поскольку вы отсюда. Вопрос же о будущем очень простой. Вопрос о будущем это всегда решают и только местные жители. Я помню свой приезд в Норильск, когда мне начали говорить, что этот город нужно ликвидировать, и дальше, чтобы там люди жили вахтовым способом. А я видел норильчан, слышал, что они говорят, и понимал, что данность заключается в том, что никто не будет уходить из этого города. Он жил, живет и будет жить. Люди хотят, чтобы он был. И нет никаких сомнений, что Якутск останется крупным городом. Я сильно сомневаюсь, что он вырастет в размерах. Вообще, на самом деле, смотрите, вот если вы посмотрите на Москву, вы увидите, что Москва – это где-то 1/7 населения России. Это невероятно много, так просто не бывает. Но Иркутск больше, чем 1/3 населения, Якутск более чем 1/3 населения Якутии. Это невероятно большой город для этой территории. Поэтому я склонен думать, что вот эта сверхконцентрация людей в Якутске не будет увеличиваться. Я не уверен, что она будет уменьшаться. Города не любят сокращаться в размерах. Для них это не принято. Но увеличиваться сильно он не должен в этой ситуации. Хотя я понимаю, что тренды идут на его рост последние 20 лет довольно четко. Что еще? Якутск – один из городов, которые соединяют старые и новые системы расселения. Это, безусловно, старая речная система расселения, и Якутск – это контроль Лены. Но он ее не контролирует, потому что мост через Лену до сих пор не построен. И это одна из существенных, важных, значимых проблем. Честно говоря, трудно понять, почему она все еще не решена, но ее решать необходимо. Но это старое расселение. А есть и новое расселение. Расселение, связанное с вертикальными дорогами. Дороги, которая идет, собственно говоря, на Якутск, но сейчас она останавливается перед переправой, и которую дальше собираются продлевать на Чукотку. Но при этом надо иметь в виду, что Якутск и вообще Якутия – это еще и аэродромный способ расселения, чисто советский, на какое-то время прерванный в 90-е, сейчас возобновляющийся снова. В итоге мы получаем для Якутска базовые проблемы. Слишком перекапитализированный город, слишком много людей в этом месте, слишком низкая транспортная связность как с остальной Россией, так и с самим собой, но при этом он уже есть, а это означает, что вот этот потенциал, который в нем накоплен, его нельзя не реализовывать. И, в общем, мы сейчас видим два сценария. Инфраструктурный и культурный. Они различны. И мы будем обсуждать вопрос, каким образом эти сценарии можно связать между собой.
Инфраструктурно это ситуация, где прежде всего решается задача связи Якутска как с остальной Якутией, так и с основными транспортными системами России. Культурно это ситуация, где мы говорим, что наша особая цивилизация Севера требует не столько повышения связности, превращения региона в такую своеобразной транзитной, сколько некоторого даже обособления. И то, и другое, однако же, нужно делать одновременно. И вот это очень сложный вопрос увязывания двух, вообще говоря, противоречивых логик развития вместе. Но вот что я могу сказать с полной убежденностью? То, что будущее якутского есть, оно интересное. Этот город всегда был интересен, он таковым и останется. Но если складывается такая тенденция, что все стекаются в города, случится ли так, что мы останемся без сел, без каких-то традиционных промыслов типа рыболовства и оленеводства? Смотрите, во-первых, не все. Во-вторых, не всегда. В-третьих, в Якутии нет сел. Это очень жесткое мое суждение. Мы сегодня его обсуждали на семинаре. Проблема заключается в том, что Якутск восходит не и Якутия как территория, и якуты как народ не к неолитическим сельскохозяйственным паттернам поведения, а к более ранним, мезолитическим и даже к верхнему палеолиту. Это дает очень интересно. Я говорю сейчас не об уровне развитости, я говорю именно о паттернах поведения. Деревня – это изобретение неолита. Это именно изобретение. Понимание того, что можно редуцировать ряд деятельностей города, но зато получать очень высокую эффективность хозяйственного производства. Малые поселения, которые окружают Якутск, я прекрасно понимаю всю эту ситуацию. Я видел список якутских городов, некоторые из которых на уровне единиц тысяч людей и даже меньше. И понимаю, что есть и гораздо меньшие поселения. Мы их называем деревнями, просто потому что мы привыкли, что маленькие населенные пункты, окружающие города – это деревни. То, что у вас не деревня. Возможно, это и назвать надо по-другому. Мы, например, сегодня обсуждали термин «космополис». И вообще полис как малые поселения Крайнего Севера. Они не деревенские, они совершенно другого типа и решают другие задачи. Так вот, с этой точки зрения, я не думаю, что идет обязательная концентрация людей только в одном Якутске или, например, только в одной Москве, или уж доведем до предела где-нибудь в одном Нью-Йорке условно. Мир гораздо разнообразнее. С одной стороны, да, то, что вы говорите, это вполне физический процесс. Это называется городская аккреция. Крупный город стягивает на себя население. Но при этом нужно иметь в виду, что крупный город еще и разрушает это население. И люди это в какой-то момент начинают понимать. Мне приходилось, не здесь, я, правда, работал в районе Екатеринбурга, собственно, город Сесердь, Урал. И там было совсем маленькое поселение, трудно назвать это совсем маленький город или такая средняя деревня, и то, и другое. Но там был отличный клуб, фактически полномасштабный, с собственным театром. И вела это молодая женщина, которую спросили, что вы здесь остаетесь с вашими талантами, вы такое здесь организовали, могли бы где угодно работать. Она пожала плечами и сказала, там, где я могла бы еще работать, и без меня найдется кто-то. А вот здесь, если меня не будет, вот этого не будет совсем, он исчезнет. Я, говорит, здесь чувствую свою нужность и понимаю, зачем я здесь. И вот это понимание, оно к людям тоже постепенно приходит. Мы сейчас работаем над моделью, которую, честно скажу, заимствовали у китайцев. Они это придумали впервые, причем это было очень интересным ответом. Это был ответ на лозунг Европы. Европа разных скоростей. Есть локомотивы развития Европы, Германии и Франции. Есть страны, которых они тянут за собой. Китай в ответ на это выдвинул лозунг «Каждая точка страны – точка развития». Не только каждый город, каждая точка. И как показал опыт, это был 2009 год, и как показал опыт следующих 15 лет, развитие Китая шло значительно лучше развития Европы.
Я убежден, что каждая точка России может быть точкой развития, и каждой точки Якутии это тоже касается. Другой вопрос, что Якутия, конечно, как и вся Россия, останется архипелагом. Ее никогда не заполнят города целиком, как это случилось с Европой. Будут точки и большие расстояния между ними. И с этим придется учиться работать. Кстати, дроны и безпилотная доставка – одно из важных и интересных решений для вот этих малых объектов. Ведь всегда же как считалось? Вам нужно приехать в большой город, потому что там больше выбор товаров с точки зрения потребления, больше выбор работы с точки зрения работы. Но сейчас это уже не так. Работать вы можете дистантно, живя где угодно и на кого угодно. А потребление, особенно через систему дронов, она появится в течение 3-4 лет. Можно это не обсуждать, это не прогноз. Позволит вам получать любой товар, ну, при условии, что ваша работа как-то оплачивается. Обычно так и происходит. Поэтому, и кроме всего прочего, бизнес же тоже идет за людьми. В том же городе, о котором я говорил, Сосердь, он очень небольшой, хотя это город Бажовый, он известен. Тем не менее, там уже существует 2 или 3 вполне профессиональные кофейни. А когда-то ни одной кофейни не было в Норильске. Я еще приехал туда первый раз, там еще не было ни одной кофейни. Это какой год был? Это был 2003. И они не знали, они говорили, что нужно завести, что-то сделать. А я спросил, а где вы барист, от кого, откуда возьмете? А мне спросили, это что такое? Понимаете, вот это вот уровень. А уже, когда там были последний раз, извините, все там было хорошо с этим. И баристы были, и 20 сортов своего собственного кофе, включая все это уже было сделано. Поэтому и бизнес тоже пойдет в эти малые города. И сейчас там зарабатывать можно вполне нормально. И это меняет ситуацию. Вы просто затронули тему беспилотников. Не могу не спросить о специальной военной операции, потому что часто в своих интервью вы затрагиваете эту тему и возможные пути завершения СВО. Вот поделитесь, пожалуйста, своими мыслями, что же нас ждет в ближайшее время. Смотрите, у нас сейчас есть несколько сценариев, но вчерашний день переговоры Трампа и Путина, вообще говоря, ситуацию изменили. Сейчас число сценариев меньше. И основной сценарий – это довольно быстрый мир. Ну, где-то в начале мая. 9 мая для нас вполне понятное число. Понятно, что к этому числу далеко не все хотели бы, чтобы мир был заключен. Но сейчас этот сценарий следует рассматривать как основной и наиболее вероятный, поскольку Россия и США свои вопросы здесь решили. Дальше, возможно, фактически идут 2 варианта. Вот это основной. Дальше остаются 2 варианта, которые заметно хуже. Второй вариант заключается в том, что все-таки будет идти мир и переговоры о мире, но переговоры о мире будут оттягиваться до выборов на Украине. Выборы на Украине никак не случатся раньше конца августа, начала сентября. Потом новому президенту нужно будет какое-то время разбираться в ситуации. В итоге в этой ситуации война может затянуться. По крайней мере, вот до августа-сентября или чуть дальше. Это гораздо... Вот сейчас это уже намного менее вероятный сценарий, но его вероятность остается. Есть еще один сценарий. Мир, который будет заключен, будет очень выгоден Штатам. И конкретно Трампу, который развязывает ненужный ему и не им организованный конфликт, не для его целей, и получает свободу рук для решения других проблем. Более того, Америка продемонстрировала, что одного ее слова хватит, чтобы быстро решить конфликт такого масштаба. Это очень серьезный успех Штатов. Это успех России. Потому что мир возможен на вполне понятных условиях. И, в общем, Трамп в своем интервью американцам CNN эти условия вообще-то назвал. И они вполне российские. Это и территориальные изменения, и это не вступление Украины в какие-то военные организации. Но это никого не интересует, выгодно это или нет Украине. Украина проиграла войну, она ее проиграла в 2023. И то, что идет сейчас, это просто уничтожение людей, и наших, и украинских, для выигрыша времени местным украинским руководством. Но есть еще позиция Европы.
А позиция Европы, Европа проигрывает здесь, ну, может, не так много, как Украина, но она проигрывает очень много. И больше всего из Европы проигрывает Великобритания. Это тоже нужно понимать и четко понимать совершенно. А это означает, что возможны любые провокации, а именно скорее со стороны Британии, но и со стороны остальной Европы, чтобы этот конфликт вести дальше. Пускай даже и без помощи и поддержки США. При этом Европа идет на огромный риск, потому что в этой ситуации США могут, они точно не будут поддерживать Украину, в принципе, могут начать просто поддерживать Россию. Это кажется маловероятным, но такой сценарий очень даже играет в этом случае, поскольку для Штатов именно Европа, а вовсе не Россия, сейчас является неприятным противником во внешней и внутренней политике. Именно во внутренней, поскольку европейские транснационалы являются сейчас единственной надеждой проигравших все американских транснационалов. Поэтому там очень сложная система отношений. Это действительно маловероятно. Я оцениваю эту вероятность в 3-5%. Но, в принципе, к сожалению, остается возможная версия вот такого типа. Украина говорит, нет, мы все равно не сдадимся. И Европа говорит, ну ладно, мы попытаемся помочь Украине. Тогда война затянется. Вероятность этого, ну давайте в среднем 4%. Затягивание до осени уже не как война, а как чего-то на уровне ни войны, ни мира. Потому что Украина воевать уже по-настоящему не способна без реальной большой помощи. Это 15%. Ну и вот оставшиеся 80 с хвостиком на довольно быстрый мир. Это хорошее изменение ситуации, потому что буквально позавчера они были примерно по трети. Но, как сказано было, в том числе и с самим Трампом и Путиным, это только первый подход к снаряду. Переговоры в любой момент могут усложниться. А враги и Путина, и Трампа, и Америки, и России, и Украины нигде не дремлят. То есть варианты возможны. Но сейчас 80 грубо на 16/4, вот так. Быстрый мир, медленный мир и институциализация войны с ее предельным затягиванием. Это очень плохой сценарий, о котором не хотелось бы думать, но нельзя его не учитывать. Вот примерно так это может выглядеть. Соответственно, мы сейчас можем сказать о том, что в Европе происходит самый настоящий закат, как об этом когда-то писал Освальд Шпенглер. Ну, в Европе всегда происходит закат, что, собственно, сам Шпенглер и указывал. Но проблема, конечно, сейчас другая. Понимаете, в чем суть? Я же вам не случайно тут вспоминал про 2009 год. Что случилось в 2009 году? А в 2009 году Америка предложила Китаю раздел сфер влияния. Россия тогда не котировалась как значительная сила. А Китай достаточно, но при этом, естественно, Китай должен был согласиться на американские условия. Там, в частности, револьвация юаня предполагалась, много еще действий, поддержка США на международной арене. А Китай отказался. США разумно заявили, что в таком случае они будут возвращать свое технологическое и промышленное лидерство, то есть начнут реиндустриализацию Америки. Собственно, основные обвинения Трампа в сторону команды Байдена и Камалы Харрис заключалось в том, что сказано-то было еще в 2009 году, а что вы за это время сделали за 15 лет? Где реиндустриализация? Но, тем не менее, Китай бросил вызов, и Америка сказала, мы поднимаем перчатку. И Трамп сейчас именно это делает. Его работа – это реиндустриализация Америки. Он все время говорит, что все остальное, вся политика к этому является просто приложением. Так вот, в этот момент Европа выбрала проиграть. Она решила, что индустриальная составляющая не важна в современном мире, а современный мир – это финансовая технология, это транснациональное управление, это зеленая энергетика, безуглеродные города. Европа начала заниматься экологией вместо производства. В тот момент все считали, что это абсолютно правильное решение. Ну, китайцы, они дикие люди. Пускай они будут мировой мастерской, а мы будем пользоваться их возможностями, этой мастерской, и ими управлять. И за 15 лет выяснилось, что ситуация другая.
Не Европа управляет Китаем. Китай принимает решение, что будет и чего не будет в Европе. И если Америка для Китая серьезнейший противник и военно, и экономический, причем Трамп, безусловно, справедливо считает, что многое важное не сделано, то Европа вообще как противник не воспринимается. В результате где-то еще до СВО, еще в начале 20-х годов, у нас в цеху прогностиков к Европе начали относиться как к объекту, а не субъекту событий. То есть все поняли, что да, имеется ряд стратегий, ряд планов, люди двигаются в разных направлениях. Есть политика Китая, есть политика США, в Африке происходят события. А вот Европа в этой ситуации неподвижна. И вот эта потеря субъектности, понимаете, часто задают вопрос, вот Европа в таком отчаянном положении, а уже все понимают, и европейцы уже это отлично понимают. Где Черчилль? Где Жанна д'Арк? Да где хотя бы Маргарет Тэтчер? И вот тут мы понимаем очень простую вещь, что трансиндустриалы со своей политикой толерантности создали очень неприятную ситуацию в образовании. А Маргарет Тэтчер, женщина из довольно невысоких слоев населения, но имеющая очень высокие способности, смогла пройти в политику, потому что в тот момент способные люди отбирались системой образования. А в Европе 90-х способные люди блокировались системой образования. Они слишком особо, они нетолерантны, у них везде свое мнение, они считают себя лучше других, они мешают другим, что они лезут, выступают. В результате люди типа Тэтчер отсеивались на ранних этапах своей карьеры, по сути, на уровне школы. Они просто получали плохие оценки. Так ведь это несправедливо. Секундочку. Несправедливо все. То, что у одних людей есть способности, а у других их нет, это тоже несправедливо. И в значительной мере разговор шел как раз о справедливости. Люди, у которых высокие способности, и которым поэтому легко учиться, не должны иметь преимущество перед тем, у кого этих способностей нет. На это было поставлено в образовании. Я даже не могу сказать, что это изначально идиотизм. Может быть, в этой идее какая-то здравая логика и была. Но это не сработало. Получилось буквально следующее. Не помощь тем, кто слабее, но старается и пытается двигаться вперед, а просто блокировка тех, у кого есть сильные способности, которые в нужный момент могут быть использованы. Знаете, ситуация для Великобритании, историю, которую я знаю, которую очень люблю, хотя это наш один из главных противников, но ничего не сделать с тем, что какие-то тебе нации и страны нравятся, какие-то нет. Так вот, ситуация, когда для Англии Борис Джонсон оказывается реально политической фигурой, потому что остальные даже по сравнению с ним никто. Англия, которая знала Ллойд Джорджа, Вильсона, Тэтчер, Черчилля, извините, это смешно. А я боюсь, что ситуация в континентальной Европе даже хуже. Поэтому ответ на ваш вопрос чрезвычайно простой. Европа стала объектом, а не субъектом, потому что своей системой образования она просто уничтожила политиков, способных на занятие субъектной позиции. Получилось, конечно, не везде. Проблема же не в том, что Венгрия лучше остальной Европы. Венгрия одна из не самых развитых во всех отношениях европейских стран. Но в Венгрии же и не так гробили образование, поэтому Орбан остался субъектом. Сергей Борисович, последний вопрос в завершении нашей с вами программы. Вы столько дали сегодня прогнозов относительно мировой обстановки, то, что происходит у нас в стране. Какой прогноз вы можете дать нашему телеканалу? А что такое прогноз телеканала? Что с ним будет? Я же не знаю его истории. Какое будущее нас ждет? Или, возможно, просто телепроизводство в целом? Телевидение? Смотрите. С телевидением есть целый ряд интересных моментов. И прежде всего, самое тогда, наверное, существенное. У нас идет очень большое изменение в мире. Гораздо большее, чем выяснение отношений не только между Россией и Украиной, а, например, даже между Китаем и США.
Это переход от цивилизации книги к цивилизации медиа. Мы здесь, в Якутске, очень хорошо можем понять, что такое цивилизация памяти. Это цивилизация, где люди запоминают 10 или 15 тысяч строф поэмы Алан Хо наизусть и спокойно таким образом существуют и с этим живут. Это даже не приключение сознания для них, они так существуют. И такая цивилизация существовала тысячелетиями. Потом появилась письменность. И сначала письменность использовалась просто в качестве таблиц, ну то есть где что лежит и кому это принадлежит, поскольку это ж никто не запоминал. Это вам не эпос, это нельзя внутренне через себя пропустить. Но потом появилось умение изображать в виде текстов книги. То есть у вас появилась письменность, книги, и не надо было ничего запоминать. Но зато возникла книжная культура с ее колоссальной длинной историей. А само по себе телевидение, когда оно возникло, никакой альтернативы книге не было. Как говорил газетный магнат Херст своему сыну, ты, говорит, учись читать, сынок, потому что те, кто читают книги, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Но это было уже 50 лет назад. Сейчас ситуация меняется в каком плане? А телевидение сливается с компьютером в очень серьезной форме. Возникают совершенно другие медиаструктуры. И вот эти медиаструктуры начинают прорастать везде. В политику, в образование, в городскую среду, ее меняя, в личную жизнь, в домашние условия. Это не виртуальная реальность, это очень сложная дополненная реальность. Вам нужен прогноз? Телевидение станет важнейшим элементом дополненной реальности, связывающей разные дополненные миры друг с другом, создавая единый камертон для всей страны, а может быть в каких-то моментах и для всего мира. Иначе каждый идет в свой информационный кокон и потеряет связь с человечеством. Вот это будущее телевидения. Какое будущее займет в этом ваш телеканал? Ну, чтобы ответить на этот вопрос не из вежливости, а хоть сколько-нибудь содержательно, мне же надо было посмотреть на историю вашего канала. Ну, конечно. Тогда все, получается, зависит от нас. Большое спасибо. Как всегда, впрочем, все зависит от вас. Да, это база. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня, провели такую интересную лекцию. Удачи вам на втором дне вашего завтрашнего семинара. Будем рады видеть вас в нашей республике еще. Спасибо. Ну а на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.